Так, все, начинается эфир. У нас Получается так. Да, ассаламу алейкум, очередной подкаст от интернет. Сегодня поговорим о дизайне. У нас в гостях очень необычные люди. Очень необычные люди. Не со сверхъестественными способностями, но что-то около этого. Я вас представлю. Можете сами представиться, как вам удобно. Давайте я вас представлю. У нас в гостях Берт Азиев. Это один из основателей сообщества интернет. Ассаламу алейкум всем. Да, он работает над UX, UI дизайном, веб-дизайном и всяческим дизайном. Еще иллюстрациями занимаешься, правильно? Над любым дизайном, в принципе. Кроме дизайна интерьеров, Да. и в этом у тебя есть успехи. У нас в гостях также Булат Нагиев, это motion дизайнер компании The Soul Publishing, правильно? Да, все правильно, салам алейкум. И Адам Костоев, знаменитый Адам Костоев, арт-директор анимационной студии Zippo. Это игровая студия, которая выступала и на мировом рынке. В общем, Адам уже не раз был у нас в гостях, или один раз только. Ну, сейчас поговорим, в общем, о вашей работе, о том, Салам алейкум. Пришли, алейкум ассалам. Начнем с Берда, наверное. Давай, Берд, с тебя начнем. Ты более... Потому что я на картинке выше нахожусь. Берд, мне интересно узнать, вот ты самый возрастной из нас, да? Сколько тебе? Старик. Да, Да, не старик, 34. 34 года тебе. Да. Ты пришел в дизайн из программирования, правильно? Из разработки. Тяжело сказать, потому что у меня нет такой четкой границы, откуда и куда я пришел. Потому что я долгое время занимался сайтостроением. У меня были знания понемногу отовсюду. То есть я верстку умел делать, там с движками всякими возился, там какие-то базовые основы PHP у меня были, JavaScript и так далее. Это было это студенческие годы, с 2005 года, можно сказать, я начал интересоваться вообще сайтами. И тогда это не было мейнстримом, да? Тогда вообще не было такого понятия, как веб-дизайн. Не было весь дизайн, он делался программистами. Вот. На его смотрели. Как раз-таки тогда я делал какие-то макеты через верстку. И этот дизайн я, по сути, делал через HTML уже в процессе, то, что как мне нравится. И единственное, где задействовался Photoshop в дизайне сайтов, это какие-то элементы дизайна отдельно рисовались в Photoshop, какие-то картинки, фон, может быть, потом туда добавлялся на сайт. А сегодня это ты было время, работаешь... когда не было веб-дизайна. Да. Сегодня ты работаешь в компании из Дубая, правильно? Да, сегодня я работаю в компании The Lab Holding. Это компания, которая занимается созданием стартапов различных, в основном это фудтех, с едой связано. Фудтех. А поподробнее можно, над чем ты работал в последнее время? Ты имеешь в виду над какими проектами? Да, что это в своей компании? Да, чем? Ну, это все, что связано с едой. Рестораны, там, кейтеринг, доставка еды. Все, что связано с едой. Вот стартапы, связанные с едой. У нас несколько разных параллельных стартапов, над которыми я работаю как основной дизайнер. Хорошо. Давайте познакомимся с Булатом поближе. Булат, ты недавно победил в каком-то конкурсе, очень крутом, который связан с созданием NFT-иллюстрации для фильма «Майор Гром. Чумной доктор». Правильно? Это российский блокбастер. Ага. Правильно? Да. Но это не победа была, это коллаборация именно. Ага. То есть, да, там где-то около 100 художников объединились
Мгм. Нам выдали такую базовую модель, скажем так, с вот этой маской чумного доктора, которая вот, чтобы у всех была одинаковая анимация. Вот. Ну, самые такие технически несовершенные, скажем так, работы отсеяны были, естественно, то есть какой-то конкурс, какой-то фильтр там был. Вот. Но это не победа в конкурсе, нет, это вот именно участие со всеми остальными художниками. То есть тебя пригласили, зная уже твои работы, пригласили к тебе к участию, правильно? Ну вот да, то есть ты отправлял портфолио, вот, Мгм. я что-то умею, ну давай попробуй, типа, вот так это работало. А можешь показать, что это за работа, чтобы наши слушатели тоже увидели? Так, сейчас попробую, оно у меня в Инстаграме есть, Да. насколько я помню, сейчас открою и поделюсь экраном. NFT-иллюстрация. Это одно из самых современных, да, вообще видов иллюстрации, которые появились совсем недавно. На самом деле, так, делится мой экран, нет? Ага, сейчас мы тут добавим его. Вот. Это я должен был нажать. Мгм. Ну вот так оно выглядит. Тут есть какой-то звук. Его не знаю, его слышно или нет. Тоже часть работы. На самом деле их очень много было, и когда я увидел работы других участников, я, конечно, понял, что есть куда двигаться, потому что тут, ну, на самом деле сумасшедшие варианты, сумасшедшее воображение у людей, которые это делали. Тут прям... Ну, твоя работа не затерялась, я скажу. Я смотрел эти 100 работ различных, вот этот ролик. Твоя работа достойно выглядела. Это такой достаточно красивый, хороший дизайн. Спасибо Конечно, там большое. есть более опытные люди, но они там тоже как-то себя прокачивают. Я думаю, тебе недалеко до них. Надеюсь, потому что они... Там есть люди, которые прям вот именно в 3D копаются постоянно. Мгм. То есть я больше сейчас двигаюсь в сторону все-таки видео и плюс-минус традиционной анимации, то есть классической. Мгм. То есть я уже стараюсь потихоньку отходить от motion дизайна и уже двигаться к каким-то более, не знаю, как это правильно-то назвать-то? Короче, классическим таким диснеевским, пиксаровским проектом, может быть, я больше в эту сторону двигаюсь. Мультипликационная анимация, правильно? Да. Окей. Еще вернемся к этому диалогу. Адам, сколько лет, сколько лет мы с тобой вместе знакомы уже? Конечно, я слежу за вашими работами и с тобой много общаемся. Все равно хочется услышать от тебя немного интересных новостей. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Ну, в общем, сейчас лично на мне лежит небольшой проект одной детской мобильной игры по изучению нашего алфавита. Но я потом немного переделал идею, и я захотел, чтобы она не только наш алфавит изучала, ну, чтобы ее можно было универсально, да, для любых там исчезающих, вымирающих языков, да и вообще для изучения, заучивания там слов, букв для детей. Задача звучит просто, но на деле контингент малышей – это такой очень непростой контингент. Их надо как-то завлечь, удержать, тем более в этом обилии предложений всяких, не очень полезных, но очень притом ярких и профессионально продуманных, да. Плюс у тебя ты не можешь работать, не можешь все приемчики использовать, там грязные, не грязные, тебе надо как-то по-честному все это. И вот это накладывает некоторые ограничения, и на самом деле очень непросто с этим работать. Но, в принципе, я вот работаю над этим проектом, где, наверное, половина уже сделана, еще половина, и можно будет посмотреть вообще, что у меня получилось. Честно говоря, при всем моем опыте в разработке игр, ощущения такие, как будто я в первый раз это делаю. То есть на самом деле уважаю тех, кто что-то для детей может, делает, и у него это получается. На самом деле очень сложный момент. Плюс мы также работаем над VR-проектом. У нас есть игрулька для VR-очков. Небольшой, если сделать спойлер, это где-то в сеттинге, ну, не прям наших башен, да, но навеяно, и это квест.
Даже скажу больше, в основе этого квеста легла такая хитрая, но очень простая механика. У тебя есть доски, у тебя есть гвозди и у тебя есть молоток. Вот. А дальше уже твори. Это Майнкрафт из досок и гвоздей, короче. Тебе нужно решать все эти задачки так или иначе при помощи этих инструментов. Если говорить о первом проекте, это чей-то заказ? Это или ваша инициатива студии Интензивом, которая занимается разработкой? Детская программка, что ли? Детская игра? Да. Это заказ. Я сам удивлен, но у нас находятся заказчики, которые готовы заплатить круглую сумму, чтобы создать мобильную игру или вообще какую-то игру. Частный заказ, да, не Да, государственный? это частный заказ, это не государственный. Интересно. Соответственно, нам тоже было интересно, и мы как бы согласились. Вот. Все Если идет. там Если может родители быть- нас, если родители нас смотрят, мне кажется, после подкаста нам дадут доски, молоток. Это уже другой проект, Деньги. да? Другой проект. Если говорить о детской игре, еще тут есть такой сложный момент. Детские игры вообще как-то надо, не знаю, заинтересовать человека ее скачать. Там, где дети сами скачивают все, что им угодно, там вроде бы решение одно, но когда родители контролируют, то тут уже совсем противоположное должно быть решение. И ты вот сталкиваешься с такими двумя вещами. Ты либо продукт должен продавать потребителю, либо покупателю. Да? Вспомните, как с Денди было. В Денди реклама была основана на том, чтобы показывать школьникам, какой он там стал крутым у себя в классе, в школе от того, что у него есть Денди. Все, и школьники впились там в кошелек, в шею родителей и заставили их купить. Но если бы они родителям рассказывали о том, как ваш сын будет счастлив, если у него будет эта игровая поездка, это бы не выстрелило так. Соответственно, тебе нужно как-то и потребителя зацепить, но и в то же время и как-то справиться с покупателем. Потому что сами дети себе покупать это, в общем, будут, но тут нужно очень постараться. Не так сложно саму игру разработать, как разработать стратегию по реализации этого продукта. Тем более мобильный рынок игр вообще просто перенасыщен. Страшно. Половина вообще всей игровой индустрии, она в мобильном рынке. Согласен. Мы вернемся еще к обсуждению этого проекта. Мне бы хотелось чуть-чуть про VR поговорить, просто чтобы наши слушатели тоже поняли, что это такое. Буквально пару слов. VR – это виртуальная реальность. То есть очки виртуальной реальности. Да? Сейчас они все большую популярность получают. Смело можно назвать это новой игровой консолью, новым игровым опытом. И в силу того, что это стало более доступно по финансам, оно начало быстро распространяться. Да? Есть VR-очки мобильные, то есть они не такие мощные, не такие функциональные, как более сложные версии для персональных компьютеров или игровых консолей. Но они тоже выдают очень хорошую картинку, при этом они мобильные. Вот. Oculus Rift 2, например, можно назвать из-за этого. Ты думаешь, будущее за VR во многом? Ну, не то чтобы прям во многом, но я считаю, что VR сейчас хотят все дети Соединенных Штатов Америки на Рождество, понимаешь? VR хотят все дети Европы. Это уже о чем-то договорит. То есть захватим детей из США. Одним PlayStation ты там особо никого не удивишь уже. Но у нас, как у разработчиков, есть еще большие вопросы, которые нам всем вместе, независимо, где мы находимся, там, в Ингушетии или в Европе, в США там, и так далее, нам нужно эти вопросы решать. И, например, из таких вопросов это тема укачивания VR. То есть если твой персонаж просто перемещается, да, как будто ты идешь, как в игре, например, нажал вперед, идешь, а твой мозг чувствует, что ни одна часть твоего тела не двигается, однако глаза там и уши говорят о том, что ты перемещаешься, значит, ты съел что-то несвежее, значит, ты отравился, это надо быстро вытащить. Понимаешь? И это приходится... То есть
Да, мягко говоря. есть такие промежуточные решения, типа телепортации, да, ты там выбрал место и тебя там перекинуло туда, все. На это мозг как бы не ругается, мозг думает, ну телепортировался, картинка поменялась. Но в некоторых играх, в некоторых жанрах это мешает. То есть иногда тебе надо прям пройти какое-то место, по мосту прям надо пройти. Мгм. А Перепрыгнуть почему мост, это нельзя уже, пройти реально шагами? я же объяснил, тебя начинает укачивать. Пройти ты по комнате бесконечно тоже не я сможешь, тебе имею- нужен ангар как минимум. Тебе Понимаешь? придется ходить по комнате взад-вперед просто. Да, а некоторые люди вообще быстро обманываются. Они могут прям минуты забыть, что они в другой реальности находятся, и могут и прыгнуть там, и побежать, в общем, Мгм. интернет полон этих VR-фейлов. Можно посидеть, там, посмеяться с них, как они Ну, телевизоры себе разбивают, да? есть же вот такие штуки, да, такие платформы, по-моему, на которых можно ходить, поворачиваться спокойно, да, с Есть. границами. Это, Но это это не немного... особо доступная вещь, да? Да, эта вещь пока еще дороговатая, не очень распространенная и грубоватая, честно говоря, сказал бы я. А, Она тебя удерживает, но очень сильно отвлекает. Все-таки мы тут чуть ли не научно подходили к этим вопросам. Мы думали, а что если качать головой там или камеру раскачивать, когда ты идешь, чтобы мозг все-таки думал, что ты там прям с ноги на ногу переваливаешься, да? Или руками махать, типа ты идешь. Чуть-чуть получается мозг перехитрить, но в целом все равно кого-то больше укачивает, кого-то меньше укачивает. И, кстати, в этом вопросе очень сильный разброс. Даже есть игры, в которых ты очень медленно двигаешься, и вроде нормально, но кого-то это может просто моментально выбить из колеи, и все, он снимет эти очки, он до утра просидит, зеленый весь такой, у него отпадет все настроение. И Ну, даже если такая вернемся крупная тоже, компания, как Valve, она уперлась об эту проблему сейчас. да, у них там какая-то игра не смогла выйти, по-моему, Half-Life 3. Они Half-Life 3 хотели, не Half-Life, они хотели Portal выпустить. Мгм. А кто Ну, это знает, же что вообще... такое Portal, представь Да. себе, вы влетаете в один портал, вылетаете в другой, и что с вами будет происходить? Да, там и психические расстройства могут быть. Ну, мне что понравилось, буквально вот это вступление с каждым из вас дало понять ваш уровень, да, ваш уровень знаний, навыков, понимания своих направлений, да, потому что дизайн это не направление, это целая какая-то такая сфера огромная, в которой очень много разных специальностей. И вот вы сегодня собрались, вы все в разных сферах работаете, при этом все касается дизайна. Поэтому мы сегодня постараемся ребятам рассказать, как вырасти до какого-то определенного уровня, да, потому что и ваш уровень это не потолок, и вы хотите дальше расти. А тем, кто пытается в Ингушетии начать заниматься дизайном или варится давно, но никак не может вырасти, вот наша задача сегодня рассказать им о том, как развиваться быстро, прогрессивно, качественно. Поэтому давайте несколько вопросов тоже задам. Начну опять с Берта. Берт, скажи, вот графический дизайн, да, и UX дизайн, это немного разные вещи. Да. У них есть свои правила, которые в чем-то похожи. Но UX, UI дизайн, он же касается не только мобильных приложений, сайтов. UX дизайн это удобство вещей, правильно? UX, UI дизайн. Тебя чуть тихо слышно стало. Ну, сейчас тиховато. И Адам у нас отключился в моменте. Тихо, тихо, слышно тебя. Сейчас, раз, два. Вот сейчас нормально. Так, насчет UX UI дизайна. Это вообще UX, UI это разные два направления. UX это опыт взаимодействия пользователя с интерфейсом, а UI это сам пользовательский интерфейс, как он выглядит, там, как ты его преподнес, ну, это, если грубо говоря, украшательство. Вот, тут есть разделение. До недавнего времени вообще не было такого понятия UX, UI. Был веб-дизайн просто. Потом
востребованность дизайна выросла, и рынок решил, что нужно разделить эти два направления и сделать отдельный UX. UX сейчас Адама добавим. Что-то я вылетел, в общем, непонятно почему, просто вылетел. Лёх, ты можешь продолжать? UX это в основном про исследование, про аналитику, про изучение пользователя, про его поведение, составление его, изучение его каких-то личных качеств. Это эмпатия к пользователю, это проникновение, ты должен понять, что хочет человек. И на основе всего этого ты делаешь интерфейс таким, чтобы его опыт взаимодействия был максимально самым лучшим. То есть это твоя задача. Дальше подключается UI-дизайнер, и на основе тех прототипов, варфреймов, как это черновики, делается уже какой-то стиль. Вот. Если в серьезных компаниях сейчас над серьезными продуктами обычно работают как минимум 2 дизайнера, UX и UI. Берта, ты можешь продемонстрировать все на примере какого-то интерфейса, может, ты делал, и он является открытым, да, для... Да, могу. У меня есть сейчас покажу. Прототип, концепт, это мой собственный проект, это просто, мне пришла в голову идея, я сделал это, чтобы как минимум положить это в свой кейс. Это приложение, которое позволяет организовывать быстрые встречи. Допустим, как приходит идея для создания того или иного там проекта, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой. Это либо ты, либо люди, если у тебя есть статистика, сталкиваются с какой-то проблемой, думаешь о том, как ее решить. Вот я столкнулся с друзьями с проблемой, что каждый раз, когда мы организовываем какие-то встречи в горах или где-то еще, нам бывает неудобно организовывать эту встречу. Обычно это происходит в телеге, но вот возникают такие ситуации, что, допустим, если ты едешь в горы, тебе нужно собрать список каких-то вещей. Ты составляешь этот список, и ты должен там каждого спросить, ты можешь вот это взять, у тебя есть то, или там Адам, у тебя есть самовар дома, или Ислам, у тебя топор, возьми, пожалуйста. Потом вы скидываетесь. Этот процесс скидывания тоже бывает, он не очень удобный. Вот я сделал... Скидываете, в смысле, деньги, да? Да, деньги. Сделал приложение, где ты регистрируешься. Здесь процесс регистрации. В процессе регистрации ты выбираешь свои интересы, чтобы система предлагала тебе какие-то интересные встречи. И ты можешь создавать публичные и приватные встречи. Допустим, ты как создаешь встречу, ты сделаешь ее приватной, указываешь место, время и приглашаешь своих друзей, отправляешь инвайт. Как только ты нажал «Отправить инвайт», твой друг в таком виде вот так получает инвайт на главном экране. Он может нажать на него и посмотреть описание и что за встреча. Он нажимает «Принять» и сразу же попадает в чат, где происходит обсуждение встречи. И вот тут начинается сама идея этого проекта. То есть здесь ты показываешь каждый шаг, который который отображается в приложении, правильно? Да, все потоки user flow я показываю в дизайне. И здесь в самом чате можно устраивать голосование, выбор даты и времени. Вот, допустим, ты можешь составить список необходимых вещей, и каждый человек, он может нажать на ту вещь, которую он может взять с собой. И в это время идет вот такой прогресс-бар, что ты видишь
сели вещи, все могут взять. А, И, и еще есть система, которая позволяет после того, как все приняли твой инвайт, ты можешь ввести сумму, которая будет необходима, чтобы купить необходимые вещи. Ты вводишь, нажимаешь сюда на кнопку, и каждому пользователю отправляется вот такая карточка, где он может нажать и скинуться. То есть эта сумма разбивается на всех участников встречи в чате, на форуме. Ну, для сбора средств, получается. в любом Да, ну, когда ты скидываешься. случае. Мгм. Такая система, вот такая концепция приложения, да, то, что они Берт, ну вот это готовое уже, то есть то, что ты нарисовал. А с чего Да. начинается вообще твоя работа? Работа начинается Вот. с этого. Работа начинается, но какие-то там исследования, изучение рынка, ты смотришь, есть ли какие-то конкуренты, что-то похожее. Мгм. И Есть общепринятые какие-то принципы, да, там, допустим, где расположить там бар-меню, там, как есть правильно, паттерны, стандартные какие-то паттерны. размеры кнопок, например. Это размеры кнопок, это все входит в теорию дизайна. Мгм. Там есть определенные правила для этого. Ну, допустим, именно расположение каких-то, то есть почему я разместил поиск наверху, а не внизу, или почему я там сделал вот это внизу, а не наверху. Это сложившиеся паттерны многих дизайнеров, компаний, которые много проводили исследований различных на эту тему. Вот, допустим, паттерна поиска с фильтрами. Проводятся какие-то исследования, изучаются пользователи, их поведение, их интересы. На основе этого делаются вот такие решения. И дизайнеры, им необходимо, не нужно изобретать велосипед, они просто берут эти готовые паттерны и используют их. Ну И да, я могут, понимаю, что они используют, ну, они исследуют еще и психологию, да, какое-то зрение. Они Да. используют какие-то знания о самих устройствах, на которых будет дизайн, да. Допустим, на телефонах легче пользоваться меню в нижней панели, потому что там большим пальцем легко нажимать туда, да. Да, ну вот опять-таки тебе, как дизайнеру, не нужно проводить это исследование, где Да, лучше ты располагать меню. используешь уже. Мгм. Да, потому что это просто лишняя работа. Это исследование уже проведено, и уже определили, что меню лучше располагать здесь. Но проект, допустим, большой, есть, ты часто сталкиваешься с вещами, которых нет вообще нигде. И тут уже ты включаешь свое исследование, ты начинаешь изучать, думать, спрашивать и проводить интервью. И так Берт, а далее. вот правильно будет начать заняться сразу UX-дизайном, обходя графику, обходя, ну, графический дизайн все-таки, когда ты занимаешься графическим дизайном, ты начинаешь понимать, что такое композиция, что такое шрифты, да, как их использовать, понимать отступы и другие правила, которые являются как бы основополагающими. Но входя в UX-дизайн без этих знаний, там почти же нечего делать, ну, в UX и UI дизайн, так скажем. А в UX дизайн ты можешь спокойно входить, потому что там в основном это аналитика, исследование, работа с данными, какими-то статистикой. В UI, да, но когда Лучше ты сначала заняться начинаешь, графикой, правильно? Или ты же можно начинаешь, сразу войти? ну, как сказать, сразу войти. Если ты начинаешь изучать основу дизайна, типографику, теорию цвета, композиция, ты уже начинаешь входить в UI. То есть это и есть основа UI, это и есть дизайн. Он, допустим, графический дизайн, который был задолго до появления компьютеров, там, журналы, книги, брошюры. По сути, там работают те же правила, та же теория, та же основа. Просто это немножко в последнее время диджитализировалось и адаптировалось под экраны.
различные устройства. Все. Разница там небольшая. Хорошо, можно подытожить. Самое главное, вот мне кажется, что ты сказал, ну, конечно, и показал, то, что в UI-дизайн можно войти, начав заниматься, ну, вообще, начиная заниматься основополагающими правилами, да, понимать их, изучать типографику, композицию, основу там цвета. Да. Ты Да, уже я- начинаешь заниматься UI-дизайном. Да, как раз хотел насчет этого сказать, что я для себя вывел такую формулу, как вообще лучше всего изучать дизайн. Вот есть в 3D-графике рендер, есть понятие такое, когда картинка рендерится, там проходы, много проходов. За первый проход там твоя картинка там в пикселях вся. То есть второй проход, она лучше. Чем больше проходов, тем четче она начинает показаться. Вот. Да. Если, мне кажется, лучше всего с таким подходом изучать дизайн, когда ты сначала поверхностно что-то немножко, и чтобы у тебя какой-то образ дизайна, чтобы какая-то картина сложилась глобально, ты сразу же практикуешься на основе тех знаний, того минимума знаний, которые у тебя есть, ты начинаешь практиковаться, что-то пробовать делать, не надо стесняться, что у тебя это будет плохо. И через какое-то время ты опять начинаешь немножко углубляться, ты начинаешь подтягивать те знания, которых, как по-твоему, у тебя не хватает. Ты делаешь еще один проход, потом еще, и когда ты уже достигаешь такого хорошего уровня, мидла, ты уже начинаешь уже глубокое изучение дизайна, ты там копаешь историю, там известных личностей, читаешь книги, какие-то фундаментальные знания. Хорошо. Понятно. Верт, мы еще вернемся к UX-дизайну. Сейчас хочу дать слово Булату, потому что все-таки, ну, весьма необычное занятие у тебя было. В республике очень мало людей, которые вообще motion занимаются. Я знаю, по крайней мере, 3 или 4 человека. Ну, туда входит и Адам Костоев. Я знаю, что Берт понимает что-то в motion, да, допустим, ну, для мобильных приложений, для сайтов. Берт занимался тоже, да, motion дизайном. Я вот последнее прослушал, потому что какой-то шум у нас появился. Так, секундочку. У кого Вот шум? именно последнее предложение. Как голоса на фоне какие-то были. Окей. Смотрите, в общем, хочется узнать, Булат, с чего ты начал, Мгм. почему ты пришел вообще в motion дизайн. Насколько я знаю, у тебя образование не по motion дизайну, Не профильное вообще, и да. ты явно самоучка. Ага. Ну, если начать с самого-самого начала, это было еще в 1 классе, я бы сказал, когда нам учительница по рисованию показала, что вот картинка. Если вот так вот карандашом двигать первый листик, то получается какая-то анимация, там человек ногами двигает. Ну, наверное, вот с этого все и началось, потому что потом я увидел на телевидении какую-то программу, где человек с мурфиков из киндер-сюрприза двигает просто покадрово снимая, и у него получается уже стоп-моушен анимация. Это, ну, прям страшно впечатлило. И уже в старших классах, ближе к старшим классам, там 8-й, 7-й класс, с Ампио Мадиной Мустафаевной, учительница компьютерной графики, как это называется, компьютерной грамотности гимназии, да. Она сама тоже явно была самоучка, но вот она все, что учила, сразу нам передавала. И мы начали заниматься во флеше. Флеш, покойся с миром, флеш. Но тогда это было вот прям что-то поразительно невероятное, потому что там можно было и игры делать, и мультики рисовать, и Масяня всеми любимая появилась там в первую очередь, и Happy Tree Friends там появились. Вот. Тогда еще это, по-моему, была компания Macromedia даже, а не Adobe. Вот, с этого все началось. База, можно сказать, появилась в школе. Мы делали и мультики, и сайты делали на флеше. Такая мода тоже была какое-то время, потому что все, ну, до того, как JavaScript прям шагнул вперед, можно было очень красивые по тем меркам сайты делать именно на флеше. То есть мы всего понемногу изучали.
И все это в итоге пригодилось. То есть это было какое-то базовое программирование. Мы там и C++ пытались учить, и ActionScript, который был во флеше. Вот, я почему все эти элементы называю, они так или иначе пригождаются в дизайне в итоге. Я приведу к этому. После этого наступил какой-то перерыв на 2-3 года, когда я уже поступил в университет. Я отучился по специальности международные отношения. И, ну, это было сделано скорее ради английского, наверное. И, в принципе, была какая-то заинтересованность в изучении международных отношений. Я американист по образованию. Но в итоге где-то на 2-м, по-моему, курсе знаю, что у меня есть такие увлечения. Кто-то из старших курсов попросил помочь сделать ролик по маркетингу. И у меня вот опять все вернулось вот это. Потому что какие-то базовые знания After Effects у меня были, какие-то знания Premiere Pro. И я снова начал этим заниматься. То есть это, можно сказать, у меня из учителей были только всякие книжки старые, издательства «Юпитер», где, наверное, у всех они были, да? И какие-то малочисленные просто уроки на YouTube на тот момент. Но благодаря знанию английского у меня появилась возможность изучать уже зарубежные какие-то уроки, потому что в русском сегменте их было очень мало. Ну и вот так потихоньку что-то получилось, и уже к окончанию обучения у меня уже даже небольшое, очень скромное портфолио сложилось. Я из этого сделал свой первый шоурил, с помощью которого я пытался найти работу, естественно, не нашел. Вернулся в Ингушетию. И тут был такой годик, скажем, музыкальной карьеры, в ходе которого я все еще практиковал вот эти знания в моушн-дизайне, в анимации, в монтаже. Собственно, все наши рекламы, все вот это тоже я делал. И в итоге с вот этим набитым багажом я попадаю уже на НТРК Ингушетия, где тоже было вакантное место. И там уже продолжаю оттачивать уже более углубленно, потому что теперь основная работа – это конкретно motion дизайн, оформление эфира. Заставочки всякие. Да, вот эти плашки, заставки, какие-то, ну, большая часть из них, конечно, делались на шаблонах, но это такая яма на самом деле. Нельзя сразу начинать с шаблонов, пока ты не понимаешь, как он работает на самом базовом уровне. Иначе, ну, ты максимум покрутишь цвета, которые тебе позволяет крутить человек, который сделал шаблон, и все. Но у меня были какие-то базовые знания, и мне очень хотелось все делать вручную. То есть с самого нуля, с какого-то, не знаю, кубика в Cinema 4D или с шейпов, но что-то сделать. Появился интерес к интегрированию графики в видео. То есть я смотрел на тот момент, как создаются дизайны ТНТ. На тот момент это прям, ну, для ТВ-формата это прям вышкой какой-то казалось, то, что в воздухе что-то летает, что-то меняется. А это НТРК помогало вам? Ну, какой-то материал находила для вас? Или ты сам где-то... Нет, это полностью самостоятельно было. НТРК нам выделяла технику, все, и, наверное, волю для воображения, потому что, ну, как таковых ТЗ не было никогда. Ну, 95%. Были люди, обычно это были новые работники НТРК, которые вот на тот момент горят сделать что-то новое, что-то крутое, и у них в голове прям была картинка, какую они хотят заставку, какую они хотят графику, перебивки, какие-то спецэффекты, не знаю. Был один слегка нашумевший ролик, который оказался очень прикольным монтажом, сделанным мной, где, когда в Ингушетии была какая-то аномальная жара, и репортер показывал, что даже яичницу на камне можно приготовить, настолько жарко. Он даже как-то немножко завирусился, но это, естественно, это была графика, но это было весело. Благо, это, ну, не та информация, которую стоит искажать, точнее, которую нельзя искажать. Вот, в 2018 году по своим причинам и
в принципе, как-то уже напряженнее становились отношения на НТРК, я ухожу оттуда, я целюсь в компанию, в которой я сейчас работаю. В России она известна под названием AdMe. Это YouTube-канал. Раньше он, по-моему, был просто сайтом о дизайне изначально, вот в середине 2000-х или где-то в это время. Потом он перестроился в такой сайт с интересными статьями. Это... Там советы всякие, инструкции. Да, какие-то лайфхаки, какие-то теории серии, как высоко бы ты мог прыгнуть на Меркурии, там, знаешь, или что-то вот такого рода эксперименты. И это казанская компания изначально, это 2 человека из Казани, которые смогли развить это в огромную международную компанию. Сейчас у них штаб-квартира в Нью-Йорке, есть какие-то филиалы, естественно, в Москве, в Казани, Кипр и еще несколько мест. И у них очень много YouTube-проектов. Я сейчас задействован конкретно на проекте Brightside. Это тот же канал AdMe, только на английском. То есть сначала появляются ролики там, потом они переводятся там. Что-то в духе на 40 языков, по-моему. Нет, меньше. Ну, где-то 25-30 языков примерно там есть переводы. Круто. И куча других проектов, типа DIY за 5 минут. Вот в Инстаграме обычно бывает популярно их видео. Вот и моего портфолио хватило, чтобы прийти на должность такого начального моушн-дизайнера, от которого требуется изначально только графика и какие-то простые задания тебе дают. Вот. Потом уже и саунд-дизайн туда добавляется, то есть от тебя требуют больше, и платят, соответственно, больше. Саунд-дизайн – это правильное аудиосопровождение, да, выбирать звуки и... Да. По большей части это звуки, атмосферные звуки, то есть, допустим, у тебя персонаж в городе перемещается, а у тебя слышно только шаги его. Непорядок, потому что город шумит. То есть вот такого рода вещи. Ну а сейчас я вот то, что я называл выше, стараюсь больше в классическую анимацию и все-таки больше интересуюсь видео сейчас. То есть у меня был раньше период, когда интересовался VFX, то есть это, спецэффекты, если грубо говоря. Сейчас мне стало гораздо интереснее делать больше съемок. То есть какая-то насмотренность кино у меня появилась, и появились истории, которые можно рассказать в киноформате, и хочется уже куда-то туда. А тебе хочется какой-то свой проект сделать, или ты с ними уже договариваешься о том, чтобы тебе дали какую-то, не знаю, оборудование? Всегда по-разному. Там очень большая творческая свобода. Если ты хочешь, ты можешь сам нарисовать раскадровку, потому что там как работа устроена. Ты покупаешь графику там, с Shutterstock, с Deposit Photos, там всяких таких, и уже на основе них делаешь какую-то анимацию, потому что если это делать вручную, естественно, это гораздо больше времени потребует, а там конвейерная выдача видео идет. Но ты можешь нарисовать раскадровку, передать ее иллюстратору, показать ему референсы, сказать, вот я хочу, чтобы было вот так. Если у тебя есть время, ты можешь сам нарисовать всю графику, если ты успеваешь это сделать. У меня было пара таких видео. И еще можно предложить сделать это на собственных съемках, что я сейчас активно пытаюсь сделать. Но у нас в Ингушетии в этом плане сложнее, потому что мало людей соглашаются быть актерами в видео, потому что все-таки видео попадет на весь мир. Да, у нас все актеры задействованы в других фильмах. И то есть тут должно быть либо что-то очень обезличенное, то есть, допустим, там были лайфхаки с телефонами, от тебя требуется просто телефон вот так держать перед камерой и все показывать, монтировать, оформлять графикой. Вот. Но мне хочется больше видео, и сейчас у меня расписаны 2. Хочется назвать это короткометражными фильмами, но это скорее какой-то арт-проект, просто с длительностью короткометражки. И вот сейчас моя цель на этот год – это реализовать эти 2 арт-проекта. У нас вопрос в комментариях. Ценится ли Blender у работодателей? Или не стоит тратить на его изучение время?
Мы... Ну, там еще один комментарий смешной появился от Адама Аушева. Да, да. Это же была типа, да. Blender, мне кажется, нужен для сольных проектов все-таки больше. Потому что у работодателей пайплайн строго разделен. Что такое пайплайн? Ну, если вдруг зрители не знают, это порядок действий, порядок программ, которые используются в проекте. То есть, допустим, раскадровщик рисует раскадровки, иллюстратор иллюстрации, моделлер делает модель, потом человек, который делает текстуры, человек, который делает освещение, человек даже есть отдельный, который камеры выставляет. Это все виртуально. Это, то есть, я сейчас говорю именно про виртуальный проект, 3D-проект. Вот, есть анимация, есть риг. Это когда ты, допустим, своему персонажу, допустим, человечку, ты ему делаешь скелет, чтобы потом можно было это спокойно анимировать. Вот. Blender очень крутая вещь. Учитывая, что она бесплатная, это вообще прям шик. Я до нее так и не добрался в итоге. Но я вот сейчас, когда я пытаюсь начать изучать Blender с нуля, мне сложно, потому что я привык к Cinema 4D. Очень сильно привык, но она очень универсальная. Можно посмотреть в YouTube на официальных каналах Blender мультфильмы, которые сделаны полностью на блендере, потому что в блендере можно прям до уровня монтажа это делать. Товарищи, я замутил ваши микрофоны, но можете всегда задать вопрос, если вас интересует. Просто вы хотели избавиться от шума. Просто вы не будете их слышать. Может, есть вопросы, Ирина? Cinema 4D это же больше motion графика, да? Да. По большей части. Больше моделей. Blender на самом деле пытается стать всем. То есть прям стать гигантской машиной по производству 3D-контента. Потому что у них есть собственные рендер-движки, очень интересные, хорошие. У них есть собственный какой-то... Вот, как я и говорил, до уровня монтажа можно делать в Blender. Так что я не знаю, куда движется Blender, но сейчас это очень универсальная машина. И для начинающих, мне кажется, самое то. То есть если бы я сейчас начинал заниматься motion дизайном, я бы в первую очередь попробовал Blender, потому что это тоже можно, motion дизайн тоже можно делать в Blender. А как насчет 3D Max, как он себя чувствует сейчас? Стоит ли вообще советовать его кому-то? Или умирающие? Честно, не знаю. Я начинал с 3D Max. Вот Адам, наверное, больше знает про 3D Max. Вот я начинал с 3D Max, потом он как-то отвалился. Не знаю, из пайплайнов. Ну, вот просто исчез, потому что если ты хочешь крутую графику, анимацию, там была Майя, для всего остального была синька. Вот такое было разделение. Сейчас, конечно же, посложнее. Сейчас и ZBrush есть и все остальное. Кстати, насчет удобства пользования, мне кажется, Cinema 4D самый удобный. У него лучший UX из всех этих программ. То есть его легче осваивать. Адам, по 3D Max надо адвоката вызываем. У тебя микрофон только заблочен? Открой. Меня слышно, да? Я думал, ты выключаешь микрофоны. Сами включайте. В общем, я просто не стал бы говорить. Насчет 3D Max скажу следующее. 3D Max – это практически индустриальный инструмент, это промышленный аппарат. Он очень уверенно себя чувствует сейчас и будет чувствовать очень долго. При том, что он стоит денег, да. На нем вы будете делать все от мультиков до небоскребов строить там практически. Это целый комплекс программ, это не только 3D Max. Там все, что от Autodesk. И практически знания в области автодесковских программ, они, конечно, очень мощные. Вы с ними будете там... Захотели в авиастроение, пожалуйста. Захотели дома строить, пожалуйста. Кино тоже. И эти специалисты, они такие, они старички, но они всегда будут востребованы. Это как архитектор, да, архитекторов, фрилансеров практически не существует, да, но если есть крутой архитектор, у него всегда есть рабочее место, его никуда не отпустят, и зарплата у него соответствующая. Вот и все. Уселся на одном месте и сидит. Вот то же самое можно сказать про 3D Max, да.
Что касается блендера, прелесть, если вы вообще хотите иметь под рукой знания о программе, которая будет всегда бесплатна, вот в любой момент, чтобы у вас была 3D-программа, но бесплатная при этом лицензионная, то тогда стоит изучить блендер, потому что она не, в данном случае она просто не может стать когда-либо платной, кто бы ее не купил. Там в YouTube есть объясняющие ролики, все это насчет лицензии, не лицензии, в общем, всей этой макулатурой связано. Blender – мощная программа, она разрастается, туда вводят постепенные ноды и все дела. В общем, она и 3D Max хочет быть, она и Houdini хочет быть, она и туда, и сюда, в общем, даже игровым движком. Как правило, конечно, такое всеобъемлющество, оно в итоге застопорится и станет что-то тяжелое, неоптимизированное. Но я думаю, это будет не скоро. И создавать какой-то контент, быть фрилансером, да, в любой индустрии, в кино, в играх, там, в архитектуре, создавать какие-то столы, стулья, персонажей, анимацию, имея под рукой Blender, вы практически всегда сможете. Если вы качественно это делаете, вы себя обеспечите хлебом. И зная 3D Max, вы знаете как будто бы основу всех 3D-пакетов. То есть начинать с 3D Max – это, конечно, круто, если у вас есть возможность и терпение. Это как знать Photoshop и потом уже выходить во весь открытый мир, я не знаю, практически графического дизайна, что в свою очередь является фундаментом любого другого дизайна. Да? Вы начинаете с визиток, со шрифтов каких-то, и дальше уходите вплоть до, не знаю, до самых высоких высот. Сейчас графика зашла и в науку, она плотно зашла и в медицину. Сейчас вам там на снимках не будут, ну, во всяком случае, в развитых странах, не будут объяснять, что у вас там на этом черно-белом снимке не так работает. Вам оденут виртуальные очки, и вам практически экскурсию через все ваше туловище проведут и, ну, что называется, носом ткнут в каждую болячку вашего тела. Это очень круто, я считаю. У этого будущее просто стелится перед глазами. Так что перешли как раз к твоей деятельности. Да, с вопроса сразу на меня. Бесшовный переход. Ну, хорошо. Я поэтому хочу сразу задать такой вопрос. Все-таки, ну, для меня, я работал в 3D Max какое-то время, ты помнишь, мы там съемки делали даже внутри, ну, съемки анимационные с помощью виртуальных камер. Я наблюдал за тем, чем вы занимаетесь там, начиная там от создания каких-то фигур до накладки текстур уже на готовые объекты. Вообще, вот, ну, ладно, я попал в ваше сообщество, да, и среди вас мне было несложно, там, всегда можно спросить, что-то сделать там и учиться этому. Но если мы берем вот, ну, простого среднестатистического человека, который, ну, у которого простые друзья, которые не работают в 3D Max или там в игровых студиях, вот им хочется заниматься чем-то творческим, изучить 3ds Max, изучить прилагаемые приложения, да, и с чего ему начать вообще, как прийти к этому? Стоит ли ему сначала заниматься графическим дизайном или изучать рисование, геометрию? Как вообще прийти к 3ds Max, потом скачать его, работать на нем? Ислам, в современном мире я бы сказал, что нет такого, что ты должен обязательно сначала что-то сделать, да? Например, если ты программируешь, ты сначала должен там Паскаль изучить от начала до конца, потом уже на современные языки переходить и что-то. Сейчас время течет очень быстро. Если ты будешь там сидеть на Паскале, ты никогда не догонишь. Тебе нужно просто на ходу запрыгивать. И сейчас рождаются люди, мы это с вами, как бы это ни звучало, все-таки больше старички. Поэтому мы что-то ухватили в свое время, да, в лихие 90-е, что называется, и сидим. Но сейчас появляется очень большое количество инструментов, возможностей и ресурсов. И вот мне лично приходится практически каждый день десятки роликов просматривать, причем не на первой, не на второй, а на третьей скорости, чтобы хоть немного оставаться на плаву, иначе я превращусь в старика закостенелого, который там где-то на своем древнем 3D Max сидит и больше ничего не знает, не понимает. Мне приходится вот это все наверстывать. Но пока, благо, хватает энергии, терпения, но не знаю, надолго ли. А вот молодое поколение, оно открыто. Для них это как будто бы язык их собственный. Вот эти новые технологии, все это новое.
они сразу как бы уже готовы для состыковки со всем этим. Ты знаешь, почему я задал этот вопрос? Так. Ну вот к нам часто обращаются, ну, в интернет обращаются часто, и в учебный центр СОЛО пишут. Да. Когда, например, дело касается программирования или там веб-дизайна, Да. люди пишут, а с чего нам начать изучение, а где нам найти, что изучать, а какой язык программирования выбрать. Я думаю, ну, вроде молодые ребята пишут, но при этом просто зайди в Google и впиши самые популярные языки программирования. Или как начать учиться. Тут мне есть что сказать. Смотри, Ислам. Во-первых, сейчас загуглить – это такая куча всего. Тебе только для того, чтобы это все для себя структурировать и разложить в правильном порядке, понадобится полжизни. Поэтому лучше всего прийти, обратиться сразу к преподавателям, кто ведет курс там или еще что-то, да. Он тебе, да, он без лишней воды сразу скажет, что к чему и зачем идет. Ты можешь у него там отучиться какое-то время для начала, для фундамента, для того, чтобы понять вообще, ты способен, твое, не твое вообще, чтобы у тебя хотя бы появились первые базовые вопросы. Потом уже, пожалуйста, YouTube для тебя уже выстроится автоматически, ты будешь уже сам видеть, что надо, что не надо. Тут у нас, получается, тебе нужен уже второй этап. Это твоя собственная дисциплина и организованность. Дисциплина и организованность. То есть ты должен каждый день потреблять какое-то количество материала, это все выстраивать по порядку, а не там есть настроение, попытался, нет настроения, забросил на полгода. Через полгода мир будет другим. Все, тебе придется заново начинать. Поэтому приходишь к преподавателю, если вот совсем, да, по порядку, приходишь к преподавателю, учишься у него какое-то короткое время. Короткое, я имею в виду, смотря что там, порядка 4 месяцев, это вообще практически база базы. После этого ты уже видение обретаешь, ты уже понимаешь, какие инструменты за что отвечают, и тут ты уже начинаешь либо сам дальше учиться, если ты такой молодец, либо продолжаешь уже выходить на более такой продвинутый уровень обучения и учишься дальше, либо там же, либо у кого-то другого. Потому что, например, на примере, да, инструктора, как в одном фильме, да, хороший пример был, фитнес-инструктор, да, вот за что мы ему платим? За что? За то, что он нас отжимания учит делать, что ли? Конечно, нет, мы сами их прекрасно умеем делать, но фитнес-инструктор нас будет гонять за эти деньги. Он будет каждый день приходить, стучать к тебе в дверь, хочешь ты, не хочешь, есть настроение, нет настроения, поставить тебя и заставить тренироваться. Там, глядишь, через полгода ты уже обретешь то, зачем охотился. За это ты платишь инструкторам, преподавателям, чтобы они тебя ввели, вот, то есть они тебе давали вот эту дисциплину. А дисциплина не у всех есть, это надо признать. Вот человек пока не признает, что он, пока человек не признает, что он жижа-мажижа, он будет как бы сам себе врать, да я сам могу это все изучить, да зачем мне туда идти, зачем мне сюда платить, и ничего так и не сделать в итоге. А каждый раз проигрыши, они тебя сильнее и сильнее закапывают. Потом очень трудно бывает в себя поверить. И вот пока ты молодой, импульсивный, у тебя там избыток энергии, направь ее в правильное. Сейчас решается вопрос того, кем ты станешь. Сейчас. Если ты сейчас не сообразишь, не смотри ни на кого, не жди ни от кого, что придут за руку, тебя попросят, давай ты будешь хорошим специалистом в той или иной области, а мы тебе скажем, так это не работает. Мир – это война, и каждый сам за себя, так что либо ты окажешься под забором, мокрый и пьяный, либо ты будешь сидеть в каком-нибудь кабинете, считать деньги. Все. Тут как бы совсем все. В этом вопросе все черно-белое. Других вариантов нет. Да, других вариантов нет. Нет такого, чтобы ты сидел, ну, это я, конечно, 100 раз утрирую, но в целом, да, в целом ты понимаешь, ты образованный специалист, либо ты пожизненный неудачник, который только и делал, что спотыкался и ничего не мог довести до конца просто. Обычный день с утра до вечера ты не мог до конца довести, да? То есть так это работает. Поэтому вот моя философия, грубо говоря, такая. Я никогда не участвую в битвах, ну, ладно, иногда участвую в битвах, в которых я заведомо почти на 100% проиграю. Ну зачем мне такое? Что оно мне даст? Я что, хочу для себя обозначить, что я неудачник? Нет, конечно. Поэтому почти основное в моей истории – это победы.
Каждый раз называйте это, если хотите, самообманом, да. Я лезу, побеждаю, лезу, побеждаю. Тут у тебя растет самоуверенность, ты как бы смелее бываешь открыть для чего-то нового, ты можешь заскочить, что-то изучить и освоить это, соответственно. То есть опять психология работает, и Если ты побеждаешь все время, ты же держишь себя в таких комфортных условиях, где ты не знаешь, что такое стресс, ты не знаешь, ну, как происходит рост, если ты все время выигрываешь. ну, ты прав, но если я, наверное, оговорку должен был сделать, не совсем, конечно, в первый класс запрыгивать и показывать, кто здесь сильнее. Это, конечно, да. Но ты запрыгиваешь в такие конкурсы, где есть более-менее кому с тобой потягаться. Там у тебя будет вот эта нормальная доза дискомфорта, и в то же время, я же не говорю, что ты обязательно победишь. Ты можешь и проиграешь, но ты будешь пятым, третьим, четвертым. Это тоже все-таки плюс, нежели минус. А если совсем просто там к школьникам залез и там всех их побил, ну да, это не есть хорошо. Так ты самоутверждаться долго не получится. Ты все равно ты поймешь, что ты сам себя обманываешь. И в итоге будут какие-то большие дядьки, которые намного сильнее тебя все это время, а ты просто будешь их бояться. Вот. Смотрите, я сейчас общий вопрос задам всем вам троим. Как мне видится ситуация, да, в республике? Часто обращаю на это внимание, сталкиваюсь с этим. Ну, судя по тем, кто обращается к нам, кто учится у нас там, кто спрашивает просто в директ, там, и в интернете спрашивают часто. Я вижу, что у людей, ну, плоховато с дисциплиной, плохо с самостоятельностью, с какой-то ответственностью, с целеполаганием, с умением как-то распределить свое время. И ну, вот самая частая, допустим, фраза у людей, там, у меня вот, там, времени нету, из 7 дней там 2 раза там, в неделю, да, какое-то время выделить и поучиться. Они говорят, у нас нет времени. Хотя у всех столько же времени, сколько было там у Стивена Джобса, не знаю, там, у Ди Каприо, знаменитых людей, которые достигали там больших высот, я не знаю. Ну, вы не такие занятые люди. Это в первую очередь должны понять все, кто нас слушает и послушает после прямого эфира в записи. И мне хочется узнать у вас, вина ли, ну, есть ли какая-то вина на этих людях, которые не могут себя дисциплинировать, и как им все-таки прийти к тому, чтобы каждый день, хотя бы раз там, в неделю заниматься самообразованием, потому что вы все самоучки, вы все развивались с помощью своих собственных желаний, да, собственного упорства, вы не ходили в какую-то школу, в какой-то университет, не получили там диплом за это. Вы именно имели интерес к тому, чем занимаетесь сейчас, и развивались, не останавливались, дошли до такой высоты. Вы понимаете, что множество людей пыталось также разобраться в дизайне, достигли какого-то уровня, может быть, там, год занимались, полгода, но быстро заканчивались, так скажем. Вот как не перегорать, как идти дальше, постоянно развиваться, нужно для этого там, создать какие-то условия вокруг себя, как это, какие советы вы дадите? Начнем с Берда. Вот этот момент, когда у тебя появляется эта дисциплина, у каждого человека по-разному, в разное время появляется. У кого-то это самостоятельность, понимание того, что тебе нужно, получать знания, появляется там прямо в школе, и они прям там уже знают, кем они будут и так далее. Другие люди, как я, вечные прокрастинаторы, все время все откладывают, и это происходит до того момента, когда уже прям дедлайн уже прям подходит, ты понимаешь, вот если вот сейчас ты это не сделаешь, то все, уже поздно, уже смысла нет. Вот то есть ты смог дойти до вот этого уровня, имея, ну, будучи я долго распылялся, у меня не было четкого направления, я много лет потратил на всякую ерунду. И уже после того, как уже мне было под 30, уже тогда уже появилась эта дисциплина, понимание, что все, уже хватит страдать ерундой, пора уже работать. А что касается того,
почему люди считают, что ну, почему не тратят время. Вот у меня есть много знакомых, немного, но есть знакомые, которые там лет 10 назад я их призывал, давай начинай изучать программирование. Ты потратишь год, 2 года, но потратишь это время, но дальше тебе будет легко, ты будешь иметь профессию, тебе даже не надо будет ее искать, тебя будут находить. И в то время они говорили, вот, год, 2 года, это слишком много, я не могу столько времени потратить на это. И прошел год, 2 года, 5, 10 лет. Эти люди так Снова встречаешься с ними, что они говорят? не нашли то, чем они будут заниматься, хотят заниматься. Они остались на той же точке. Но сейчас уже, когда уже есть уже, я вижу многие как раз-таки эти знакомые, когда уже пришло это понимание, что все, уже времени нет. То есть через год-два ты уже будешь из категории молодежи уже в следующую категорию входишь, и как бы, конечно, никогда не поздно, но все равно, чем старше ты становишься, тем тяжелее это осваивается. Знаешь, я недавно прослушал подкаст, который мы в 2019 году записывали с Русланом Яндиевым и Соколовым. Тогда еще у нас было сообщество разработчиков GDG Magaz, если вы помните. Ну, может, кто-то слышал, Да. такое известное. И подкаст был на радио, в НТРК нас позвали, мы там обсуждали, какой уровень развития программирования в республике. Ну, мы тогда говорили, что все ниже нуля, что есть там парочка фрилансеров, кто там работает на себя там дистанционно. А так в республике вообще никакого развития нет. И сегодня я смотрю, ну, я понимаю, что в принципе почти ничего не изменилось, кроме как из-за того, что разгорается интерес к программированию в России, то есть появилось множество рекламы там, от Skillbox, от Ontology, от там, Geekbrains, и она постоянно в соцсетях везде. Потом вырос уровень еще за счет какой-то деятельности там, интернета, да, то есть если посмотреть, у нас там в сообществе много людей, но специалистов очень мало до сих пор. То есть есть люди, которых интересует, да, там около 1000 человек, их интересует либо дизайн, либо программирование. И мне кажется, что дальше это будет развиваться, просто есть такой момент, когда ясно, что программирование не исчезнет никогда, то есть это уже как бы новая такая ветвь человечества, да, где автоматизация решает множество проблем, и на нем там строится работа там, промышленности, обороны там, и так далее. Но у меня такое ощущение, что ингушская молодежь, она может прям очень прилично опоздать, потому что это же может стать мыльным пузырем, потому что программирование сейчас много людей идет, но даже при этом очень мало хороших разработчиков. Вот, или дизайнеров, там, если они дизайн изучают. И у меня такое ощущение, что этот мыльный пузырь, он как-то лопнет, и зарплаты понизятся, хотя сейчас, да, большие зарплаты у дизайнеров, и у разработчиков. Ну, тебе не кажется, Берт, что вот последние 2 года в эти 2 направления, да, вот айтишные, очень много людей идет, и если будет выхлоп такой прям большой, то просто опустятся зарплаты, люди там, многие будут опять безработные, какой-то хаос получится. Если следить за трендами развития технологий, как все быстро, все развивается, какие-то новые технологии, как говорил Адам, ты не успеваешь за всем этим следить. Мне кажется, в ближайшие там десятилетия спрос на дизайнеров и программистов вряд ли будет падать. Насчет этого, мне кажется, не стоит бояться. Хотя есть, допустим, если смотреть в разных странах, какой спрос, допустим, в США, спрос
уже не такой, потому что там перенасыщен уже рынок. Со всего мира съезжаются туда айтишники, программисты. Ведь там тяжелее добиться какого-то успеха, выделиться среди остальных. Но вот по всему миру есть острый дефицит программистов, дизайнеров. И не просто программистов, а хороших, качественных программистов. То есть те, кто начинает изучать, они могут надеяться на то, что они работу смогут найти, если достигнут определенного уровня. Сейчас вообще не нужно сомневаться в этом, можно смело. Мне кажется, как раз-таки для республики это самая лучшая альтернатива IT с нашим малоземельем, с нашим отсутствием промышленности, промышленности, да, коррупция, безработица. Это просто идеально, если молодежь сейчас активно пойдет в IT, если там из сотен или тысяч там, айтишников появится какой-нибудь один Стив Джобс или Илон Маск, тогда это вся республика будет процветать за счет одного такого человека. Это очень хорошая альтернатива для нас. Наши ребята на самом деле очень талантливые, очень способные. Это заметно. Вот у нас 5-10 лет 5-10 назад буквально на пальцах можно было сосчитать программистов, которые есть. Сейчас их стало больше. Примерно такая цифра по нашему сообществу, она видна, хотя я уверен, их больше. Многие просто сидят и не показывают себя. И среди всех айтишников процент качественных, хороших специалистов, он достаточно велик. Даже на той работе, где я работаю, в Дубае, у нас 5 ингушей-программистов в моей компании. До этого они работали с индусами, была команда индусов, еще там какие-то другие. И на их фоне наши ребята очень хорошо выделяются. Они проживают в Ингушетии, между? Да, все в Ингушетии. Дистанционно, удаленно, да. Мы здесь. Хорошо. Этим прелесть программирования, то, что ты не привязан, ты можешь хоть где-нибудь на Бали жить и работать. Вот Владу тоже вопрос задам. Ну, как бы мы все работаем дистанционно, да, вот вы тоже находитесь в Ингушетии. Допустим, в твоей сфере, да, именно в motion дизайне, в анимации, как долго нужно развиться до того уровня, когда ты можешь уже отправлять портфолио в такие крупные компании, как твоя? Сколько времени нужно потратить, будучи на учебе, да, допустим, студент? Наверное, это зависит прежде всего от изначальных данных, да, то есть такая вещь, как предрасположенность к каким-то... Это больше художественное направление, учитывая, что я, допустим, вообще даже от руки рисовать не умею нормально, максимум там палка-палка, огуречек, но благодаря компьютеру, грубо говоря, получилось, начало что-то получаться. То есть, да, примерно. Мне кажется, если человек каждый день как на работу будет ходить на учебу по дизайну, будь то самостоятельная учеба, или это учеба у какого-то там мастера, да, или на курсы какие-то. С курсами, кстати, вообще отдельный разговор. Но, тем не менее, 6 часов в день, да, ты уделяешь тому, чтобы чему-то учиться. Мне кажется, что ты уже через месяц даже можешь найти, если не заказ, то хотя бы ты можешь помочь какому-то знакомому, которому элементарная какая-нибудь анимация логотипа нужна, но у тебя уже в портфолио что-то будет. И это уже классно. Когда у тебя что-то есть в портфолио, вообще надо выбросить вот это ингушское, я хочу сразу в кресло начальника и зарабатывать как можно больше денег. Это надо просто взять, выбросить сразу и вначале работать даже, если не бесплатно, то за какую-то минимальную оплату. Потому что все-таки хоть какая-то оплата, она дисциплинирует и заказчика, и тебя самого. Совсем за бесплатно, конечно, не надо.
Вот, но набив какое-никакое портфолио, сделай ты 10 работ, сделай ты работы для себя, сделай ты работы для Nike, даже если Nike у тебя ничего не заказывал, но ты сделал ее, ты покажи, что ты что-то можешь, тогда у тебя будет уже хорошее портфолио, которое ты сам считаешь хорошим. Это важно тоже. И ты можешь его начинать уже рассылать в какие-то компании. Если ты хочешь работать именно дистанционно, как удаленный сотрудник. Если ты хочешь быть фрилансером, то еще проще. Огромное количество фриланс-бирж, я говорю именно не про российские биржи, а зарубежные, типа Fiverr или что-нибудь такое. Там можно делать задешево простые работы, но задешево по европейским меркам или по американским меркам. А для нас это вполне себе хорошие деньги. Не забываем, где мы... Печально с Да, как бы это грустно не звучало, но так оно и есть. Потому что я вот сейчас работаю в этой компании, я не зарабатываю очень много. Но я зарабатываю больше, чем я когда работал там на телевидении или когда я фрилансил постоянно. То есть могу себе обеспечить какую-то комфортную жизнь. То есть мне кажется, в целом за год активной работы в сфере motion дизайна, именно активной, не просто там перепал заказ раз в полгода, и ты его сделал, а вот именно активной работы можно найти хорошо оплачиваемую работу дистанционно. Вот. Насчет Стива Джобса ты приводил пример, мне сразу вспоминается мем. А вы видели гараж, в котором Стив Джобс начинал? И вы видели наши гаражи, да? Ты знаешь, почему я задал тебе этот вопрос? Как мне кажется, очень много зависит от получаемого опыта. И это значит, что ты должен очень трудиться вначале, чтобы потом делать все в кайф. Вначале тебе может не нравиться даже работа, именно, знаешь, как пользоваться инструментами какими-то, ждать, пока что-то загрузится, пытаться узнать, как сделать отражение воды, там, хотя ты нифига не понимаешь, как работает физика воды и так далее. И в любой сфере как бы ты начинаешь с супер идиотского, тупо выглядящего проекта. То есть ты делаешь, ты думаешь, блин, классно, скину там чуваку, который показать? Показать да, у меня тут вкладочка что-нибудь. Давай, покажи. Я сейчас небольшая предыстория. Это, наверное, было сделано в 10 или в 11 классе с другом моим, Хасбулатом Азиевым, Толгештулцем. И он нарисовал несколько иллюстраций. Я что-то чуть-чуть умел в After Effects. Мы это сделали для какого-то конкурса и даже умудрились занять 2 место. 1 место заняли ребята, по-моему, которые сделали какую-то карту или что-то такое, то есть, какую-то виртуальную карту. Это так вот вывел экран сейчас. Я потом перерендерил это видео уже в HD, когда на YouTube появился HD, и вывел. Но выглядело это вот так, чтобы вы понимали, насколько все плохо. Неплохо сделано, даже загорелось, по-моему. Да, это просто фан-видео погорелось. Но вы видите, насколько это жесть. Тут есть вот это, то есть это вот рисунки какие-то, карта пока оцифрованные, то есть тут жесть творится. Есть вот эта какая-то штучка такая 3D-шная, легкая. Я ее перевыложил в 2010 году, но сделана она была то ли в 2008 году, по-моему. Тебе повезло, что у Гориллас такой же стиль. Стиль, да, но качество другое. Обратите внимание, лям просмотров. Миллион просмотров. Да, и тут люди, не знаю, сражаются друг с другом, говоря какой-то отстой, а другие говорят, это хорошо для своего времени. Ну, это в 2010 году, слушай, неплохо. Тем не менее, эта работа, конечно. Она сделана от начала до конца. И вот это страшно дисциплинировало. То есть именно то, что мы... Как отключить это побыстрее? Дисциплинировало то, что мы взяли, вот придумали в голове какой-то концепт, пусть даже самый дурацкий, да, про раздвоение личности этот клип на самом деле. И вот мы его сделали от начала до конца, показали на конкурсе, что-то выиграли, какое-то место заняли. Но да, ты вот даже не то, что в 2010 году, я вот не знаю, когда его выкладывал, я уже понимал, что это фигня полная. Но, тем не менее, хотелось, нравилось. И благодаря этому ты уже начинаешь понимать, ты анализируешь свои работы, видишь, где у тебя были ошибки.
Допустим, у меня в голове есть отдельная полочка для работы с ингушскими клиентами, потому что это вообще другой вид клиентов. Конечно. То есть, наверное, 80% моего опыта общения с местными заказчиками, он скорее негативный. Иногда по моим собственным причинам. Самый легкий мой опыт был, это была реклама заправки, и то я ее запорол сам, потому что я не скопировал какие-то файлы, что-то не сделал, и они потерялись, и мне пришлось ехать в Моздок, снимать машину, которая развозит бензин. Ну, чтобы вы понимали, то есть вот это был самый приятный мой заказ. Но у нас, вот случай был на телевидении, если хотите, расскажу. Приходит человек, говорит, мне нужна реклама, где по стадиону бежит реалистичный гепард, леопард, что-то такое. Он в конце запрыгивает в камеру и превращается в логотип. Коллега Рустам Цычоев объясняет, вы же понимаете, что это дорого, что это долго. Ах, что проблема, 30 тысяч. Ну, вы понимаете, то есть он хочет, там, не знаю, уровня ремейка «Короля льва» графику, За 30 тысяч. но деньги не проблема, 30 тысяч. А средняя, какая цена за секунду анимации с использованием компьютерной графики? Вот. Да нет Ну, средней цены на самом деле. То есть у вот каждого у тебя что-то свое. Я не выставляю за секунду вообще стоимость, я смотрю проект в целом и прикидываю в голове, сколько работы и какой работы мне надо делать, потому что я предпочитаю делать под ключ. То есть я сам себе и моделлер, и риггер, и аниматор, и текстуры, и рисунки. Если я могу что-то купить, графику какую-то, которую можно адаптировать под видео. Готовый шаблон какой-то, да? Нет, даже не шаблон, а вот, допустим, вот мне нужен реалистичный гепард, да, реалистичный. Я знаю, что он там есть на каком-нибудь скетчфабе, он там стоит, грубо говоря, 100 евро, да, ну или там 100 долларов. Вот я эти просто 100 долларов включу туда и дальше уже буду с ним работать. То есть вот такое. Сейчас, ну, если мое личное, я не вижу смысла брать заказы, которые там меньше 50 тысяч, например, если грубыми цифрами. Потому что это всегда новый клиент, это всегда новый опыт работы, это непонятный опыт работы. Иногда по первым фразам бывает понятно, стоит работать с человеком или нет. То есть насколько он серьезно настроен. Но вот, допустим, я понимаю, что я могу столько же заработать в более комфортной, например, среде, да, например, в своей же компании. И зачем мне напрягаться за меньшую сумму, да, и при этом как-то... Не знаю, с возрастом начинаешь собственный комфорт больше ценить, гораздо сильнее. Это нехорошо, это нехорошо. Был моложе, было проще гораздо. Брался за все, за любые деньги, лишь бы был классный, крутой опыт новый. Но есть заказы, которые я делаю, ну, просто за бесценок, просто потому что интересная идея, и заказчик тоже интересный. То есть ты всегда себя хотел попробовать вот в таком направлении motion дизайна, но не выпадало возможности какой-то, а сам ты время под это выделить не мог. Вот. Антон, ты хотел добавить что-то? Да. Замутился. Добавить? Не знаю. В общем, вот ребята высказались, я практически с ними согласен. Да, тема далеко зашла, и мне было кое-что сказать и вообще ко всему в целом вопросу, да, насчет мыльного пузыря ты спрашивал там, не лопнет ли он, да. Тут очень хороший пример в голову пришел. Если ты медик, что произойдет? Этот мыльный пузырь лопнет? Нет. Будет всегда две двери, у которой большая очередь и у которой маленькая очередь, потому что один отлично работает, а другой так себе. Поэтому в этой индустрии все так же. Если ты отлично работаешь, прекрасную работу выполняешь, да, по цене ты хорошо доступен, и сам по себе ты серьезный, то есть с тобой работать удобно и надежно, соответственно, работа у тебя будет. Да, конечно, в целом индустрия, грубо говоря, сосредоточилась в Силиконовой долине, и там вот, да, работы нету и так далее. Но если говорить там про Нью-Йорк, да, экономическую столицу мира, там, и если ты там не можешь продать свои рубашки,
то где-нибудь на рынке фабрика у тебя всегда работа найдется. Так что не надо в одно место пытаться всем лезть. Если ты отличный дизайнер или программист, в этом мире есть столько места, куда ты можешь податься. Тем более, учитывая замечательный плюс нашей работы, что мы можем сидеть дома у бабушки и работать вообще в комфортабельнейших условиях. Это первое. Второе, свою работу надо любить. По-моему, это краеугольный камень вообще всей профессии. Вот если ты ненавидишь свою работу и каждый день туда идешь, тебя надолго не хватит, говоря религиозным языком, бараката никакого не будет, если ты каждый день проклинать будешь, да, с подъемом и с закатом. И вообще не работа тебе ничего не принесет, и сам себя промучаешь. Поэтому, если тебе что-то нравится, вот ты оговорился, ты сказал, что ты должен вначале через что-то там пройти, тебе должно быть сначала неприятно, а потом тебе станет... Я наоборот считаю, что такого нету. Ты каждый раз себе ставишь амбициозные, очень интересные цели, и это тебя мотивирует, это тебя поднимает с постели каждый день. Я знаешь, в каком смысле говорил, что вначале ты думаешь, я вот сейчас хочу сделать там крутой какой-то дизайн. Вот ты сидишь, вот сейчас кто-то посмотрел подкаст с YouTube, с Бердом, да, смотрит, он там дизайн приложения показывает, я сейчас сяду, так же сделаю. У тебя получается, каша, у тебя получится какая-то фигня полная. Тут нужно пометить нужно цели, амбиции амбициями, но цели ставить такие маленькие. То есть ты не хочешь, как у Берда Азива сейчас сделать, но ты хочешь сделать хотя бы кнопку, которая будет нажиматься. Пока это твоя задача и цель. И ты ее сделал отлично, ты молодец, оказывается. Значит, ты сделал одну, сможешь и две сделать, и так далее. А там завтра, послезавтра Берд тебе свое кресло может уступить, понимаешь? Как Берд сказал, мы потихоньку стареем. И так мир устроен, что... Это специальная такая схема, знаешь, если хочешь так ее называй, что чтобы мы, старики, вечно не занимали все рабочие места, постепенно мы начинаем уставать, хотеть больше комфортных условий и хотеть больше денег за эту работу. Соответственно, некоторые места освобождаются, потому что нас уже выпроваживают, говорят, так, у нас тут есть 100 молодых, которые справиться за бесценок с этой работой. Так что это нормальная схема этого мира. И да, молодые приходят, для них всегда место освобождается, у них новые идеи, у них новые инструменты, новые возможности, новые таланты, если хочешь. И каждый человек в этом мире где-нибудь свой талант найдет. Действительно, бездарных людей не существует. Иначе смысл существования – это единицы, я не понимаю. Он, если не умеет в графике, попробовал, понравилось, захотелось, попробовал, не получилось. Это не значит, что бездарное существо. Может, ты отлично там обувь шьешь или, я не знаю, что там еще в пример привести, да? Может, ты лучший в мире агропромышленник. Может, ты такую картошку нам изобретешь, что всех накормишь. Не надо в себе отчаиваться. У каждого человека есть талант. Его надо искать, его надо щупать, и все. Что касается нехватки времени, тут очень простой вопрос. Как в фильме «Бойцовский клуб», да? Если к тебе пушку к башке приставить, и тогда у тебя найдется время, значит, время у тебя все-таки есть. Значит, время у тебя все-таки есть, да. Так что не надо думать, у меня нет времени, весь мир мне виноват. Не виноват. Вот даже если просто так на улице подойдет к тебе человек и начнет тебя тапком по башке просто стукать, вот просто сбоку подошел и начал тебе дубасить. Он не виноват, мир не виноват. Где-то есть твоя вина. Ищи. Может, когда-то в детстве ты кого-то тапком постукал. Может, ты сегодня с утра что-то не то. Просто перенаправь этот фокус уже, в конце концов, на самого любимого себя. И тогда ты начнешь исправляться. А пока весь мир тебе виноват, Путин виноват, Байден виноват, не знаю, политика виновата. Конечно, есть свои причины, свои проблемы, которые устраивает мир, но... я бы не обвинял это в единственном числе. Меняй свой мир, меняй себя, подстраивайся. Я не знаю, практически, ты видишь свою ситуацию, да? И если наркоман говорит, что он не наркоман, как его лечить? Он говорит, я не наркоман, это у вас проблема, у меня никаких проблем нет. Ты его не вылечишь. Вот он вылечится, если первым его шагом будет так, я наркоман. У нас проблемка.
Что дальше? Надо Mayday. делать. Да. То есть, Нужно видишь, ждать, то есть распознать. сначала ты признаешь, что ты лентяй-слюнтяй, и что твое время уходит. Потом уже ты начинаешь искать, а какие есть варианты, что примерно востребовано на ближайшие 10-20 лет. И не надо пытаться вот эту вот идеальный снайперский расчет делать, вот что будет меня точно кормить безошибочно там, 50 лет вперед. Так это не работает. Не надо. пробовать, Мир надо слишком непредсказуем. Тут раз тебе и пандемия, и все. Понимаешь, кто такое могут сказать? Поэтому изучай что-нибудь, будь в этом отличным мастером, а там ты всегда можешь переквалифицироваться. Твой опыт, он, понимаешь, если ты был отличным музыкантом, у тебя замечательный голос, пел хорошо, на инструментах играл, а потом узнал, что, оказывается, нельзя петь, нельзя играть, это все плохо. Молодец, тогда иди Коран читать, может, твой голос там пригодится, ты будешь отличным чтецом. Или азан там озвучивать, тоже отлично. Твои знания там пригодятся. Или в какой-нибудь индустрии, не знаю, видеоиндустрии, звуковые дизайнеры нужны. Ты всегда своему таланту найдешь применение. Поэтому не пытайтесь выбирать какой-то такой универсальный, лучший в мире топ-10 талантов, которые вот точно никогда не умрут. Все нужны в этом мире. Кто не нужен, те давно уже вымерли. Все. Нету каких-то омывателей ваших чресел, например. Эта профессия уже в средневековье сдохла. Все. То есть сейчас нет смысла, это однозначно. Но в остальном дизайн-индустрия, она во всех ветвях своих цветет и расцветает. Дизайн нужен. Сейчас продуктов очень много. Сейчас нет нехватки или дефицитов. Возьмем микрофон, допустим, да, их сколько хочешь, там полки прогибаются. Значит, что? Производителю нужен дизайн. Значит, надо продавать красивые микрофоны. Все. И у тебя автоматом появляется... Заходи тогда со всего разгона, запрыгивай в дизайн, я не знаю, там промышленный дизайн, да, делай красивые пылесосы, и все. Самое интересное, что дизайн – это такая сфера, вот именно цифровой дизайн, да, если брать диджитал дизайн, индустрия, она же, ну, она никогда не умрет, то есть всегда будет появляться, вот если сегодня у нас есть там смартфоны, да, раньше у нас были телефоны, до этого были, не знаю, рации, и всегда везде нужен был дизайн. И даже когда не было прям официально там веб-дизайн или UX-дизайн, UI-дизайн, он всегда присутствовал. И дальше, когда будут появляться, ну, явно будет появляться, если апокалипсис не случится, да, то будет появляться множество устройств. Там сейчас недавно появились там вот VR-очки, VR-шлемы, вот эти виртуальные реальности. До этого там смарт-часы появились, планшеты. И вот это все, оно, ну, количество появляющихся продуктов, технологий, оно будет увеличиваться. Соответственно, работы наверняка будет только больше, точно не меньше. Работы будет больше, да. Сайтов будет больше, компаний больше захотят участвовать в этой интернет-борьбе, да, за внимание пользователей. Соцсети будут побеждать. И везде будут нужны дизайнеры, и моушн-дизайнеры, и те, кто умеет правильно расположить объекты, даже просто на каком-то объявлении, это если брать графических дизайнеров, всегда нужны будут люди, которые умеют разрабатывать игры, приложения и так далее. И если мы там берем... Давайте сейчас сначала на вопросы ответим, в комментарии тут собралось. Давай. Я потом продолжу мысль. Вот Иса М. пишет, роль Гудини в моушн-дизайне. Явно не про человека. Человека, да? Это программа Гудини, правильно? Да, это программа, ну, в ней чаще делают какие-то симуляции, типа жидкости, огонь, ветер, там, ураган, все вот это вместе. Честно, я в ней не копался, вот, хотя, ну, наслышан, знаю, что в вот программах есть... ты работаешь? Ты в 3D Max не работал, в Blender не работал? У меня очень простой наборчик программ. Это весь пакет Adobe, то есть это Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Audition, Cinema 4D, соответственно, и различные рендеры в ней. То есть у меня очень простой пайплайн, который прям выверен у меня.
То есть тебе не нужно даже было изучать ни Houdini, ни 3ds Max. Houdini, он немножко для других целей. Я никогда особо не интересовался симуляциями, и Houdini, по нему не так много сейчас базы знаний, чтобы прям вот взять, да, книжку какую-то, прочитать, и все, ты понимаешь эту программу. В ней постоянно нужно копаться. Опять же, это уже говорит о самодисциплине. То есть время, которое ты уделяешь на изучение чего-то, но сейчас у меня Houdini именно не в приоритете стоит в плане А ты знаешь ребят, которые только на нем работают? Только Нет, делают? нет, не Он знаю. же используется больше в кинопроизводстве, насколько я Да, знаю. да, это такая, Это мне в кажется, это Голливуд, или в Болливуд. дополнительный скилл для дизайнера. Скорее. Наверное, есть люди, которые прям только Houdini занимаются, но, опять же, как им только заниматься, если у тебя нет изначально какой-то другой базы? Есть в Голливуде люди, которые только Гудини занимаются, действительно. Понятно, которым платят за это. А так в Гудини вообще, как вот сказали, симуляция, жидкость, огонь там и так далее, всех систем частиц, плюс быстрая расстановка там объектов. И прелесть была еще в том, что эти ноды можно было там толпой исправлять, да, ты там деревья рассадил, молодец, а теперь нод отдаешь, например, ну не понравились тебе деревья, ты отдаешь этот нод человеку, который деревья лепит, он его исправил, закинул, и у тебя все поменялось Всё автоматом. То обновилось есть вот сразу. это, да, командная работа, Houdini был в этом, ну, не скажем прям первый-первый, но первый, кто прорвался. И вот эта вот командная работа там хорошо срабатывалась. И для чего, например, он мне, например, понадобился бы, да, если я игры делаю Houdini, я бы мог там быстро накидать какую-нибудь карту, потом что-то по-быстрому поменять, и уже исходя из этих референсов, уже строить нормально в Unreal какую-то оптимальную, оптимизированную карту. Ну, это я так вообще, если в пример приводить. Вот, кстати, Houdini про Unreal. можно знать, можно и не знать. Но если ты Да. знаешь, он только тебе как помощь. Да. Все. Влад, у Unreal нас нужен. можно Unreal прерывать, Motion. если что. Да, круто. Вот в моушенеру, мне кажется, кто хочет motion дизайн, ему надо параллельно уже Unreal Engine учить. Unreal вообще надо по-любому параллельно учить. Потому совсем. что, не знаю, многие видео просто, даже не кат-сцены в играх, а вот просто вот видео, мультик какой-то, вот его уже делают. Кто-то в Unity, но Unity так, она сильно проще в этом плане. А вот именно Unreal Engine, я вот, не знаю, он у меня скачан, установлен, но вот пока еще не копался, пытаюсь себя заставить. Unreal Engine ты быстро накидал сцену на фоне, Да. да, для своего хромакея. Все, выглядит как кино. Особенно 5. Поэтому, да, в motion дизайне его очень хорошо встретили. Скорее всего, он там и надолго останется, я думаю. Да. Да и вообще раньше, ну, мы-то в школе игры пытались сделать, и что-то около 3D, сильно сложнее было. То есть вот эти движки, они были... Ну, для них было мало библиотек, да, магазины ассетов через местный интернет на то время, там, это конец 2000-х. Тоже очень сложно было что-то скачивать, что-то делать. Сейчас столько информации. Вот. И английский сейчас дети учат просто, я не знаю, очень легко, потому что все интерфейсы вокруг, они на английском. Большая часть техники на английском. Но я читал, кстати, обратную тему, что сейчас большинство клиентов всяких ремонтов в сфере IT, да, компьютерные ремонты, сейчас снова становятся подростки. Потому что, наоборот, снова начинают залипать в смартфонах, айпэдах и прочем, где интерфейс, ну, там, для умственно отсталых, грубо говоря, сделан, чтобы вот максимально просто, чтобы любой мог справиться. И опять уже дети перестают знать базу компьютерной грамотности в принципе. Поэтому тоже такой двоякий момент. С одной стороны, они учатся очень легко, это уже их язык, весь компьютерный. Сейчас там годовалый ребенок уже в планшете залипает. Но с другой стороны, мало кто знает базу. То же самое, мне кажется, касается и программирования, и motion дизайна. Сейчас очень много способов визуального программирования, которое очень сильно упрощает разработку каких-то простых программ, простых интерфейсов. Скорее всего, в дальнейшем они будут еще усложняться в плане результативная программа будет более сложной, а способ ее запрограммировать будет гораздо проще. То же самое с дизайном. Очень много плагинов для After Effects, где даже если ты ничего не знаешь, ты можешь просто хоп-хоп, 2-3 кнопки нажать, у тебя собственная уже уникальная анимация есть.
Поэтому насчет будущего этих профессий я зарекаться не буду. Может случиться так, что лет 10, и человек сможет там через нейроинтерфейс какой-то, вот он у него в голове там, я знаю, Человек-паук с Бэтменом в одной вселенной встретились, и все, у него уже на экране Человек-паук с Бэтменом встретились. А может, просто сама профессия очень сильно перестроится и будет нужна на очень сложных проектах. Либо, если касаемо программирования, то что-то низкоуровневое. Вот у нас Мне так вопрос кажется. появился. Руслан Наушев, я надеюсь, это просто тезка Руслана Наушева. Либо президент бывший хочет научиться. На самом деле, совсем корректный вопрос. Переквалификация. Нет, обучиться дизайнеру. Вот смотри, как ты обучишься дизайнеру, Руслан Наушев. То есть, многие спрашивают такие вопросы, вот там, тяжело учить языки программирования, а можно найти работу? Ну, конечно, можно. Просто зависит от того, насколько хорошо ты учишься. То есть не бывает так, что ты закончил обучение какое-то, у тебя всегда будет развитие. Особенно сегодня тебе будет приходиться, тебе придется в любом случае постоянно узнавать какие-то новости, читать про новые инструменты. Вот, допустим, если взять дизайн, там есть приложение, веб-приложение Figma, да, абсолютно бесплатно, тебе не нужна там никакая видеокарта мощная, суперпроцессор, зашел в браузер, ничего не платишь, начинаешь работать. Хотя раньше нужен был Photoshop там за $19 в месяц, там Illustrator еще за сколько-то и так далее. Но все, конечно, качали пиратский старый, да, но я так образно говорю. Не все, может, кто-то покупал. В Figma сегодня можно бесплатно сесть и творить. В Ютубе масса есть различных курсов. То есть, вообще никаких проблем нету, преград. Все зависит от тебя, Руслан Наушев, как ты будешь учиться, как ты будешь развиваться. Конечно, есть сообщество интернет, ты можешь туда заходить, спрашивать, ребята тебе всегда подскажут. По поводу программирования то же самое. Тяжело ли учить языки программирования? Во-первых, насколько ты предрасположен, да, к программированию? Берт, давай ты лучше ответишь на этот вопрос. Я заметил проблему многих новичков, которые начинают что-то изучать. Они достигают какого-то уровня, и потом думают, все, я это уже изучил, теперь нужно просто сидеть и ждать, что ты найдешь работу. Ты ищешь работу, ты не можешь ее найти, и потом многие начинают выгорать, там, разочаровываться в этой профессии. На самом деле, как Ислам уже сказал, ты какая бы профессия ни была, ты изучаешь ее бесконечно. Тем более, если ты на начале этого пути, ты ни в коем случае не должен, у тебя не должно быть этого периода, когда ты просто сидишь и ждешь, и там ищешь работу. Всегда нужно что-то хвататься за все, практиковаться. Если у тебя есть уже какой-то уровень, какие-то знания, ты берешься за любые заказы, пусть это бесплатные, там, в конкурсах участвуешь, у нас как раз-таки сейчас идет конкурс логотипов. За все возможные варианты нужно хвататься. И Булат тоже рассказывал, он раньше за все подряд хватался. И все новички вот так должны работать, потому что вначале это опыт через практику. Чем больше ты будешь практиковаться, тем быстрее ты будешь развиваться. Тут даже дело, ты не должен вначале гнаться за работой, за деньгами, ты должен гнаться за опытом, за практикой. Первые дизайны, которые мы делали, они там, первые наши заказы, они 2-3 тысячи рублей, там целый сайт там задизайнить. Это даже на тот момент это копейки были, но, во-первых, сам факт того, что мы получили первый заказ, нас сильно мотивировал, вдохновлял. И, в общем, работу найти можно. Все зависит от твоего уровня, твоего опыта. Если ты хорошего уровня, чем выше у тебя уровень, тем легче тебе найти работу. Поэтому ты должен как раз-таки гнаться за тем, чтобы повысить свой уровень до такого
до того момента, когда тебе будет легко находить работу. Вот еще, кстати, я бы, наверное, посоветовал браться за заказы, которые ты заведомо точно не знаешь, сможешь сделать или нет. Ну, не прям что-то невероятное, да, там, не новую часть «Звездных войн», а вот, допустим, ты до сих пор анимировал только логотипы, да, у тебя заказ сделать заставку для YouTube-канала. Ты никогда ее не делал, но, первое, у тебя есть время, второе, ты снижаешь оплату, потому что у тебя нет опыта, и клиент уже об этом знает. Но ты говоришь, я сделаю ее дешевле, и я попробую ее сделать хорошо. Вот, то есть у вас есть какая-то договоренность, никто никого не обманывает. И, как правило, если у тебя уже есть какие-то базовые знания, ты дополнительно можешь обучиться. Главное, чтобы была определенная основа, да, то есть это цвета, это композиция, это то, как работает анимация, то, что она не просто вот так линейно двигается, да, а то, что у нее есть ускорение, потом она замедляется, и потом она опять ускоряется, или наоборот. То есть пробовать браться за заказы, в которых ты до конца не уверен. Это прикольный выход из зоны комфорта, и как минимум ты обучаешься чему-то новому, плюс тебе еще за это платят. Это очень классно. Я тоже пару слов по этому поводу хотел. Вот спрашиваю, да, часто меня тоже самого спрашивают, а сложно ли, а тогда и так далее, и так далее. Ну, если честно, конечно, непросто, да. За что вам будут потом платить? За что вам зарплату платят? За то, что вы все это прошли, за то, что вы смогли его, за то, что вы забрались на эту гору. Если бы это было легко, зачем вам платить тогда? В чем вообще ваша ценность? Швабру и тряпку – это несложно. То есть вы можете тереть пол, ну и платят вам, соответственно, и не жалуйтесь. А тут уже немножко специальность другая. Тут, да, нужны мозги, нужно терпение, нужно умение, нужна стрессоустойчивость, да, стрессоустойчивость. Помните, это смешная картинка со стариком, который рассказывал про то, что в дизайне работать очень приятно, а там подпись была «Саша, 17 лет». Там, да? То есть стресса нагоняет, да. Вы должны быть стрессоустойчивы. Вот Булат сказал, что лучше не брать заказы, в которых ты не компетентен, да. Не буду говорить прям против, но просто в моем случае было как раз иначе, что я как дурак брался за то, чего не умею. Нам скажут, а вы VR-игры делать умеете? Конечно, умеем. Ну, справимся. Все, теперь, ну, тут уже также еще нужно учитывать свою ответственность. Если бы я разгильдяем был бы и не справился бы, конечно, было бы плохо. Но я знаю, что я спать не буду. Теперь я уже как бы стал заложником. Все, надо изучать VR. И глядишь, проект сдан, а теперь я еще специалист на ступеньку выше. Теперь я и в VR могу. Так я развивался. Каждый раз хватался за заказы, которые более или менее я еще пока не успевал изучить. И это меня мотивировало и заставляло. Но это в моем случае. Тут уже надо каждому самому смотреть. Если ты боишься, вот прям ты спать не будешь, тогда можно по этому пути идти. Но если ты боишься, что ты потом нарвешься и на тебя злиться будет, еще и задолжаешь, конечно, тут поосторожнее действовать. А так, в принципе, для всех найдется дорожка к славе, так сказать. Я как раз и говорил, что надо, наоборот, брать заказы, которых ты чуть-чуть не уверен. Да, чуть-чуть не уверен. Допустим, я бы сейчас не взялся за заказ там написать саундтрек к фильму, потому что, да, я что-то умею в музыке, я этим не занимался лет 5, но я точно знаю, что я не осилю такого масштаба проекта, да? А чуть-чуть оформить ролик, пожалуйста. Кстати, я бы тоже не взялся бы за саундтрек, не потому что я чуть-чуть знаю, потому что я никогда в жизни в музыке не был и не буду. Вот это вот без всяких сомнений я не возьмусь, ни за какие деньги. Это, может, подрядчиков найду или тебе передам, но сам это точно. На самом деле оказался очень случайный, но очень классный опыт. Мы работали у Тимура Заитова, который сейчас министр культуры, но тогда он в ЛАМ был. И это человек очень щепетильный в плане звука. То есть он будет выслушивать каждую частоту, пока вот не сделает хороший, классный звук. И вот его ответственный подход именно к саунд-дизайну научил меня пользоваться кучей инструментов в звуках.
То есть это и эквалайзер вообще, ну, до сих пор ты знал, что у эквалайзера есть две крутилки, да, бас и верхние частоты, и все. Ну, как в машинах у большинства бывает. Но узнал, как работает там компрессор, как работает там динамический компрессор, экспандер, сатуратор. Короче, куча разных инструментов, и ты можешь... Вот у меня есть одно видео, я из шуршания газет сделал эффект трескающейся земли, и я, ну, прям... Я прям кайфанул с этого, то, что теперь я умею работать с этим инструментом. Да, это был какой-то негативный опыт занятия музыкой, с одной стороны. С другой стороны, у меня появилась хорошая база знаний в сфере, в которой я ничего не понимал. Так что каждый опыт, и жизненный в том числе, важен. Ну, Тарантино не даст соврать, да, человек, который работал в кинопрокате, да, и посмотрел кучу второсортных фильмов, но из этих второсортных фильмов он сейчас лепит свои собственные фильмы. Ну То есть, да, казалось по бы, сути, плохой самое. опыт, да, сидеть целыми днями, смотреть би-муви, это, ну, такое себе. А сейчас, благодаря этому опыту, ты четко понимаешь, что вот это его фильм, и он является сейчас каким-то знаком качества, да, если это... Ну, это как раз о том, что твой опыт всегда можно пристроить куда-нибудь в будущем, Да, в любом случае. В любом случае. А Хочу насчет еще- того, что вы вырастете, да, вначале, вот как здесь тоже озвучивали, сначала ты хватаешься за все заказы, за бесценок, чуть-чуть набираешь там себе портфолио, потом постепенно забавляешься, и к нашему, грубо говоря, творческому, профессиональному возрасту ты уже переходишь количество к стоимости, и ты просто не работаешь меньше, чем за 50 тысяч, например, какой-нибудь заказик, да, только потому что тебе лень. Вот как я цену определяю? Мне говорят, вот заказ. Я думаю, за сколько мне не лень этим заниматься? Ничем не обоснован, ни материалом, ни временем, ни хлебом. Просто лень, не лень. Если не лень, берусь. Лень, отказываюсь. Все. То есть тут оно так начинает работать в какой-то момент. На самом деле, вот знаешь, как у меня изначально, вот когда я планировал этот подкаст, была цель донести до людей, кто еще только входит в IT, да, так скажем, начинает искать себя, ну, в любой профессии, чтобы они понимали, что не обязательно быть белкой в колесе, которая там постоянно пашет и пашет. Нет, те, кто добились какого-то уровня, они также и ленивые бывают, и рассеянный бывает, и прокрастинирует, и там в одиночестве находится, и никто их там не поддерживает в какие-то моменты. Но все равно, несмотря на это, они все равно достигают какого-то уровня, зарабатывают деньги, занимаются любимым делом. Их никто там не заставляет работать с 9 до 6 там, в каком-то офисе. Они находятся на родной земле, при этом они зарабатывают хорошие деньги дистанционно и делают прикольные вещи, чем можно гордиться, чем ты запомнишь свою молодость. Потому что, ну, у тебя всего одна жизнь, да, здесь как бы на земле, и ты будешь там в 60 там, лет, да, в 70 лет вспоминать, чем ты занимался. Ну, по крайней мере, ты старался, да, ты пытался что-то сделать так, чтобы, ну, у тебя была интересная молодость, да, и ты зарабатывал достаточно. Потому что мы знаем, что в Ингушетии, там, на госслужбе, не обманывая никого, ну, вообще почти невозможно нормально жить, да, то есть, ну, это понятный факт. И еще был момент, мне понравилось, как Берт рассказывал про то, как ну, UX, UI дизайн, он на самом деле присутствует во всех вещах, и для того, чтобы ну, именно вот заняться UI дизайном, допустим, да, дизайн, так скажем, интерфейсов, приложений, сайтов, достаточно просто изучить правила графики. То есть не нужно, правила дизайна, точнее, не нужно там прям уметь супер рисовать, как многие мне задают вопросы, а художник халвизится, халвизится, художник, тебе не нужно уметь рисовать, чтобы сделать дизайн приложения. Поэтому, ну, мы уже 2 часа в эфире, давайте, наверное, заканчивать, уже 19:53. Единственный момент еще какой, у нас конкурс проходит, вот ZZ, они согласились выделить призы, так скажем. Конкурс заключается в следующем. Я предложил Берду, вот он согласился вроде, провести конкурс среди всех дизайнеров, кто у нас есть в республике, может даже не в республике, кто нас смотрит. Начинающие, только сегодня начавшие, допустим, после подкаста, могут прислать, ну, каждый участник может прислать максимум 2 свои работы.
они не обязательно должны соответствовать всем правилам дизайна, быть там на супер уровне. Они могут быть вообще Кроме неудачными. наших родственников, извиняюсь. Не, родственники Это тот обязательно- случай, когда вам не повезло, что вы хотел. родственник. Не, пускай родственники присылают. Мы все равно будем оценивать вчетвером. Ну, если вы согласитесь в комиссию войти, в такую комиссию. И все могут прислать по 2 работы, пускай они даже неудачные, но мы будем рассматривать с точки зрения юмора, дизайна, интересности какой-то. Ну, бывает, что человек хотел сделать это, а получилось как всегда. И мы их оценим через неделю, вот 16 января можем подвести итоги, присылать работы свои, можете на почту hello@internet.ru. В Инстаграме можете на нас подписаться, там более подробная информация есть. Призы крутые, я лично их выбирал в ZZ, мне разрешили взять там все, что угодно, ну, до определенной суммы. Но я постарался, взял кое-что необычное, поэтому я бы на вашем месте участвовал, даже если вы сегодня только займетесь дизайном. Потому что зачастую, мне кажется, ну вот чего мне, например, не хватало, да, когда я начал заниматься дизайном, то есть я до сих пор изучаю дизайн, именно дизайн приложений, графическим дизайном я там пару лет назад занялся, в принципе, ну, понимаю некоторые вещи. Чего мне не хватало, это в первую очередь окружение, которое состояло бы из таких же людей или там выше уровня, да, и чего мне не хватало еще, конечно же, дисциплины, ну, какой-то, знаете, сосредоточенности. К сожалению, мне кажется, это у многих проблема с этим. Когда я там захожу в директ, допустим, вот учебного центра, слово захожу, да там чуваки пишут, типа, ну, они задают много вопросов, говорят, может, там, вот как этот язык программирования изучать, а вот это. И в конце мне просто некоторые убивают фразы: компьютер, ходи здесь. Понимаете? Ну, как ты можешь без компьютера изучать IT вообще? Ну, это же элементарно. Конечно, у тебя должен быть компьютер дома, даже если ты не собираешься изучать. Да. Можно я тут кое-что у себя покажу? У меня как раз к этому есть хороший слайд. Да. Вот видно, да? Сейчас я тебя добавлю. Да. Ага, видно. Видно, как здесь видно. Вот, это моя бумажка, которая у меня была в 2002 Ты нашел году. бумажку, на которой ты Она, пишешь? оказывается, сохранилась, я у жены ее нашел. 7-й фотошоп. У меня не было компьютера, у меня была книжка за 250 рублей примерно, да, на память. И я Класс. сидел, вырисовывал иконки, выписывал русское, английское название. Ну, тут еще мои Молодцы. комиксные таланты вылезли. 2007 год, ты сказал? 2002 год. То есть я без компьютера учил Photoshop, и по сегодняшний день я зарабатываю себе на хлеб, содержу семью, в принципе, существую на знания эти. Дай посмотреть, там Еще увеличить. Тут, короче, какой-то трэш. Это другая страница уже вот здесь вот. Ну, тут, в общем... То есть ты учил Photoshop по книге? По бумажке и книге, да. Компьютера не было. То есть все-таки возможно изучать IT без Ну, это компьютера? вообще супер. Все возможно. Все возможно. Очень круто. Есть два понятия. Желание и жажда. Желание – это мечтание, да, ты можешь лежа на диване там мечтать себе, мечтать, это прекрасно. Но когда жажда появляется, ты не только сам поднимешься, ты всех, кого надо, поднимешь. Поэтому если у вас есть вот эта вот бешеная жажда, вы и по бумажке научитесь. Я не призываю, конечно, всех теперь бросать компьютер и мучить себя. Если есть средства, это хорошо. Но просто не то, чтобы я хвастаюсь, но это единственный пример, который сейчас приходит в голову, да. Если я существую и я вот пролез, значит, возможно, что тут, проблем никаких не вижу. Вцепитесь просто зубами и все, и оторвите свой кусок. Вот и все. Адам мне напомнил, я недавно натыкался на тетрадку, где примерно то же самое происходило. Школьная тетрадка, там уровня 7 класса, только там уже флешевский этот экшн-скрипт написан. То есть мы сидим на уроках, нам неинтересно слушать урок, но интересно, что будет в компьютерном клубе после уроков. И мы сидим просто от руки if, в скобочках k, is down, left. Вот. И там расписано несколько страниц просто кода. Я сейчас даже смотрю, учитывая, что я давно не занимаюсь программированием, я понимаю, что это бы не работало, но желание заниматься и даже делать это на листках. Можно на iPad заниматься программированием, там же сейчас по Swift есть своя какая-то прикольная штука, поэтому
для программирования, насколько я знаю, не обязательно, да, сверхдорогой компьютер, чтобы делать программы. Да даже Да ты маленькие компилюшки можешь делать, в Да, принципе. да. Как С минимум. дизайном Сейчас за 30 сложнее, тысяч. конечно. За Ты 35 тысяч упомянул, можно собрать. про окружение ислам. Хотел Мгм. просто пока эта тема горячая сказать, что очень важный момент окружать себя людьми, единомышленниками, тем Да. людьми, которые занимаются тем же самым. Потому что в окружении таких людей ты развиваешься в несколько раз быстрее. Да. Вот когда мы начинали, когда-то там студию открывали, до того момента, когда я окружил себя людьми, дизайнерами, я очень слабо развивался. Вот когда мы открыли студию, мы все собрались в одном офисе, и все оттуда резко все можно даже назвать это тот момент, когда я начал вообще, в принципе, развиваться. И сейчас, благо для этого есть у нас сообщество, где вот мы специально собрались, специалисты разных направлений, и любой человек, он может искать там этих единомышленников, знакомиться. Если ты дизайнер, ищи дизайнеров, знакомься с ними. Если ты программист, знакомься с ними, там, дружи. И это очень важный момент тоже окружения для развития. Ну, хорошо, товарищи, давайте закругляться. Всем нужно спать в 20:00. В общем, Всем нужно работать. да, по поводу тематики конкурса, сейчас все будут работать. По поводу тематики конкурса нет тематики, просто присылайте работы, мы их оцениваем концептуально, идейно, ну, неважно, насколько хорошо вы их сделаете. Главное, чтобы вы пытались что-то интересное донести, но не обязательно скидывать там 2 палочки в Васяне, нет, ну постарайтесь, посмотрите что-то из старых работ, если вы уже занимаетесь дизайном. Будет что Получайте логотип, то да. сайт, то просто какая-то там Иллюстрация, иллюстрация. рисунок, без разницы. Что угодно. Все, что вы пытались сделать. Подключайте тех, кого вы знаете. Наверняка у вас там родственники, может, там работать где-то в рекламных агентствах. У них там может быть куча работ. Но опять же, повторюсь, каждый участник не больше 2 работ. Присылайте на почту hello@internet.ru. Я вот сюда сейчас скину в комментарии, чтобы вы могли там скопировать ее. Такая почта у нас крутая. Ее можно бесплатно любому сделать. Опять же, гуглите, кому надо. Говоря о том, что собрались, я надеюсь, не последний раз. Мне бы очень хотелось поговорить, Булат, вот с твоим другом. Я, к сожалению, с ним только знаком. Заочно, наверное, даже вот, Рустамом Сычевым. Мгм. Надеюсь, на следующий подкаст его пригласить. Есть еще парень, который работает в Южной Корее. Это Ахмед Булгучев, может, знаете его. Очень опасный тип. Ну, вот тоже с ним поговорим. Он тоже в motion дизайне работает. Да, да. Адам, от тебя вообще мы ждем своего собственного канала о дизайне, о жизни, во всем. Странно, что у тебя нет еще седины в волосах преобладающей. С тобой всегда интересно говорить. Ну и Берт, это просто монстр дизайна. Потрясающие вещи делает, потрясающе удобные, красивые, всегда качественно, красиво. Все просто у тебя очень многому учусь. Главное, чтобы мы почаще собирались. Возможно, придумаем что-нибудь для студентов, для молодежи. Надо будет что-то придумать. Вопрос последний. Как вам попасть? К нам нельзя попасть, у нас закрытое сообщество. Нет, просто подпишитесь. Вот в Телеграме есть internet.ru. Видите, туда заходите, там есть в описании ссылка на другие каналы по направлению. Мы под этим видео оставим ссылки. Можно будет по ним перейти. Да, также после того, как запись закончится. Да. Все, Ляврия ассаламу алейкум. Всем Алейкум ассалам. успехов, побольше Алейкум отдыха, ассалам. побольше денег. Давайте, Алейкум Дигдар. ассалам. Да.